День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы поговорим сегодня. Холода продолжают бросать вызов коммунальной системе республики. Разберемся, в чем причина частых технологических нарушений. Угольный кластер на юге республики, четырехзвездочный отель в Якутске. Правительство страны расширило границы ТОР Якутия. Гражданин России сегодня должен думать о том, как поддержать бойцов и как приблизить победу. И мы все думаем. Поэтому на Дальнем Востоке... Канализационные воды топят жильцов аварийного дома в Якутске. Наш корреспондент выясняла, как борются с этой проблемой собственники. Обидно, что внучку домой не могу привезти, потому что 2 раза в неделю у меня вот такая ситуация происходит. Я не могу ребенку объяснить, чтобы она там не ходила, тут не ходила. От коллажа с Оскаром в соцсетях до номинации. Фильм «Якутян» Максима и Евгения Арбугаевых номинировали на премию Киноакадемии. Думать на ход вперед. Расскажем, как проходит Кубок главы Якутии по шахматам. С 1 января налоги стало платить проще и удобнее. Теперь не надо заполнять несколько платежек и сверять цифры в реквизитах. Достаточно внести деньги на единый налоговый счет, а управление налоговой службы самостоятельно распределит средства по всем необходимым платежам. С 1 января 2023 года в России начал действовать новый механизм расчетов с государством – единый налоговый счет. Он призван сделать фискальную систему более удобной и прозрачной, а также предотвратить различные ошибки при внесении обязательных платежей в бюджет. ЕНС – это фактически единая система расчетов налогоплательщиков с бюджетом. С переходом на нее больше не нужно считать налоги, выверять реквизиты в различных документах на оплату различных обязательных платежей, а также долго разбираться с недоимками и переплатами. Все деньги аккумулируются на одном счету, с которого затем налоговый распределяет средства. Главное понятие в новой системе – это сальдо ЕНС. Оно отражает разницу между поступлениями на счет и обязательством перед бюджетом. Если сальдо положительное, то есть больше нуля, значит вы внесли на счет больше средств, чем требуется для оплаты всех платежей. Если нулевое, значит выполнены все финансовые обязательства перед государством. Если отрицательное, есть задолженность перед бюджетом. Где получить единый налоговый счет? Федеральная налоговая служба сама откроет в Федеральном казначействе ЕНС для каждой организации, индивидуального предпринимателя и физического лица. Никаких заявлений подавать не нужно. Переход на единый налоговый счет происходит автоматически и обязателен для всех. Как узнать свой единый налоговый счет? Увидеть свой ЕНС можно будет в онлайн-режиме в личном кабинете налогоплательщика. Однако реквизиты единого налогового счета знать вовсе не обязательно. В этом и заключается одно из главных преимуществ. Для оплаты через личный кабинет или бухгалтерскую учетную систему необходимо ввести только сумму платежа. А для оплаты через сервис ФНС уплата налогов и пошлин только ИНН и КПП плательщика и сумму. Что такое единый налоговый платеж? Это перечисление денег на единый налоговый счет одной платежкой, чтобы затем специалисты ФНС сами распределили средства в счет уплаты различных платежей в бюджет. При этом некоторые платежи можно проводить отдельно от ЕНП, а некоторые даже нужно. Единым налоговым платежом можно оплатить налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы, кроме взносов на травматизм, имущественные налоги, такие как транспортный, земельный, а также налог на имущество, акцизы, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход от добычи углеродного сырья, налог на игорный бизнес, налог при спецрежимах налогообложения, торговый сбор. Еще 3 платежа можно оплачивать в системе ЕПН или отдельно, на выбор налогоплательщика. Это сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных биоресурсов, налог на персональный доход для самозанятых. 2 вида платежей нужно оплачивать отдельно от ЕНП. Это все госпошлины и страховые взносы на травматизм. Как пополняется единый налоговый счет? Единый налоговый счет можно пополнить с помощью единого налогового платежа. Если компания или ИП положили на счет больше денег, чем требуется для уплаты всех платежей, они останутся на счету и ими можно будет воспользоваться в будущем. Также можно и вернуть переплату после подачи соответствующего заявления в налоговую. Кроме того, на ЕНС аккумулируются деньги, которые положены налогоплательщику. Это, например, налоговый вычет или возмещенный НДС. Как распределяются деньги с единого налогового счета? Налоговая служба автоматически распределит средства ЕНП, исходя из того, что сам налогоплательщик укажет в декларации или уведомлении.
При этом установлен общий порядок очередности погашения требований. Недоимка, начиная с налога с наиболее ранним сроком уплаты. Текущие платежи, пени, проценты, штрафы. Если денег на НС недостаточно, а сроки различных платежей совпадают, ЕНП распределит пропорционально сумме обязательств. Когда вносить единый налоговый платеж? С введением новой системы власти также унифицировали все правила уплаты налогов и сдачи отчетности по ним. Теперь единый срок сдачи отчетности установлен на 25 число каждого месяца, а единый срок уплаты налогов на 28 число каждого месяца. Исключение предусмотрено лишь для физических лиц. Срок уплаты имущественных налогов для них остался прежним – 1 декабря. С января в Якутии в среднем на 5% повысили взносы за капитальный ремонт. Для жителей многоквартирного дома с лифтом ежемесячная плата составит 13,9 рублей на квадратный метр в месяц. Между тем, некоторые жители республики могут вернуть уже оплаченные взносы. Получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт могут неработающие жители Якутии старше 70 лет, которые регулярно оплачивают за капитальный ремонт. Чтобы оформить возврат, помимо отсутствия работы, необходимо соблюсти еще ряд условий. Получатель компенсации должен быть собственником жилья, регулярно оплачивающим взносы за капремонт, а также проживать либо с неработающими инвалидами первой или второй группы, либо с неработающими гражданами пенсионного возраста. Возврат средств будет производиться исходя из нормативной площади. Вместе с сильными морозами в Якутск пришли и коммунальные проблемы. Канализационные воды топят жильцов аварийного дома по улице Якова Потапова, 13. Ранее эта проблема усугублялась только по весне и летом, но в этом году все стало только хуже. Само здание находится в низине, поэтому все сточные воды попадают прямо под дом. Как борются с этой проблемой собственники и о чем они просят управляющую компанию, узнавала Светлана Амосова. На улице зима, а у нас в доме канализация. Вот так. Новый 2023 год жильцы многоквартирного дома по улице Якова Потапова, 13 встретили, утопая в нечистотах. Под полами находятся канализационные воды. Надежда Адамович живет в этом доме с 91 года и рассказывает, что и в те времена их тоже постоянно затапливало. Они уже 2 раза поднимали полы, но больше возвышать уже некуда. Все, уже до батареи мы дошли, мы уже выше поднять полы не можем. Женщина жалуется, что ее квартиру заливает 2 раза в неделю, и ей с супругом приходится ходить по фекальным водам и терпеть резкий зловонный запах. Обидно, что внучку домой не могу привезти, потому что 2 раза в неделю у меня вот такая ситуация происходит. Я не могу ребенку объяснить, чтобы она там не ходила, тут не ходила. Потом это же канализация, это гепатит, это все болезни, понимаете, да? Дом находится в самой низине. Более того, рядом стоит новостройка, из-за которой канализация переполняется и сливается прямо под аварийное жилье. В прошлом году управляющая компания «Теплоэнергия Плюс» установила во 2-м подъезде трубы, проведя прямо через входную площадку. Вот так они сделали канализацию нам, видите? Вот, вывели. Тут убиться можно, если что, честно-то сказать. Еще страшнее обстановка в соседней квартире. Весной и летом, когда все тает, хозяин ходит по дому в резиновых сапогах. Полы в квартире настолько прогнили, что проваливаются вниз. Жильцам приходится делать настил из досок. Как мы видим, пока здесь нет воды, так как поставили насос. Но его только что забрали, и уже через сутки здесь снова зальет канализационной водой. За день до приезда нашей съемочной группы как раз в доме установили насос и выкачали воду. Но, по словам Надежды, она добилась откачки с большим трудом. Как только заявку делаешь, девочки отвечают диспетчера, что у них насоса нету. Как только освободится насос, мы вам поставим. В итоге, пока мы не утонем, пока мы войну не начинаем, у нас вот такая ситуация происходит. Надо еще. Вот, у них один насос на весь район, на весь Исарский округ один насос. Поэтому я и прошу округ, чтобы они приобрели еще несколько насосов, чтобы у нас вот хотя бы вот такой ситуации не было. Чтобы они вовремя могли сделать заявку, ну как бы отработать ее. Поэтому жильцы просят, чтобы им выполняли своевременную откачку канализационных вод. Тем временем в управе Сайсарского округа заверили, что проследят за выполнением работ. Когда вода будет появляться, управляющая компания будет каждый день выкачивать. Конечно, мы будем следить. Если там не отрабатывают, ну, на нас надо выходить как бы по содействию, чтобы это отрабатывалось быстрее.
Помимо регулярных потопов, в доме еще много сопутствующих проблем. Примерзают входные двери, обваливается штукатурка, сыпется потолок. Здание потихоньку рушится. Поэтому жильцы ждут скорейшего переселения. Но по программе снос запланирован только после 2025 года. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Микрорайон Сатал, поселок Светлый, отключение электроснабжения в Чурапчинском, Амгинском, Татинском районах. Возгорание на ЛЭП в Нижнем Пестяхе – это далеко не полный список различных технологических нарушений, которые произошли в Якутии за первый месяц года. Мы попытались разобраться, в чем причина таких частых аварий на объектах ЖКХ. Предлагаю начать с такой небольшой хроники. Вот смотрите, микрорайон Сатал, отключение электроснабжения у нас в Чурапчинске, Амгинский, Татинский. Затем возгорание на ЛЭПе в Нижнем Пестяхе. Вот в чем причина такого большого числа коммунальных аварий у нас вот только за январь? То, что вот последние события, то, что вы упомянули, да, у нас это в основном не в плане износа, да, например, то, что произошло вот на подстанции Мая ФСК, которая обесточила заречную группу районов. По нему схема отработана была. И с учетом вот тех годов у нас в этом году оперативно была собрана временная схема перевода выхода линии Мая-Чурапчан на выход Мая-Барагонцы. И тем самым вот такое большое технологическое нарушение было устранено в течение 6 часов. По Саталу это вот ситуация, когда недостаточная эксплуатация собственником своих линий электросетей. Наверное, вот можно отметить, что и оборотная сторона медали, да, что вот эта ситуация сейчас как раз-таки подняла тему вопросов, связанных с имуществом. Сейчас как раз-таки будут решены вопросы, связанные с имуществом, как это имущество электросетевого хозяйства Сатала может быть передано, либо там на каких-то условиях, или на эксплуатации и так далее. По поселку Светлый это тоже крупная авария в сфере водоснабжения. Водовод с водочной станции был подморожен, да, и, соответственно, восстановление делать достаточно долго, но здесь что сыграло? Малый расход вечером, да, то есть как бы вода, как обычно, у нас расходуется в ночное время, в вечернее время гораздо меньше, чем вот дневное время. Соответственно, низкие температуры, потому что на сегодня низкие температуры наблюдаются повсеместно по всей республике, кроме Арктики. В некоторых арктических районах сейчас достаточно тепло, а наоборот, в южных районах, например, Ленск, Мирный, да, обычно там достаточно тепло, а сейчас мы наблюдаем очень сильно низкие температуры. Очень мало жалоб на отопление в этом году. Я думаю, за это большое спасибо нужно сказать вообще всей сфере. Это значит, вы хорошо подготовились к зиме. Как в целом шла подготовка к этому сезону? Ежегодно завозится порядка 1 миллиона тонн топливно-энергетических ресурсов, да, это считая навигацию зимник во все районы, во все котельные. Сложно, с каждым годом сложно, потому что зимники поздно открываются, да, иногда бывают проблемы с навигацией, связанные с обмелением, низким уровнем рек и так далее. Эти все вопросы оперативно решаем. По подготовке у нас раньше, если я смотрю ретроспективу, 5 лет назад, у нас острая нехватка денег была, и мы ее в основном покрывали за счет средств госбюджета. Правительство Российской Федерации, последние, отмечу, 3 года, 2 года это точно, сейчас очень сильный акцент делает на коммунальном хозяйстве. Правда ли такое? Есть, существует утверждение, что любая зима – это испытание для коммунальщиков и урок на следующие годы? Особенно наши зимы. Да, у нас, я бы хотел поблагодарить наших коммунальщиков, энергетиков, что круглые сутки, ремонтные бригады, любую погоду, любое время суток они выезжают на технологические нарушения. Здесь люди, которые желают, чтобы, добросовестно выполнять свою работу, они работают в нашей сфере. И здесь опыт и желание как-то поддержать качество и как-то оказание услуг, и чтобы нашим людям было хорошо, это очень сильно играет. Поэтому на людях это все у нас держится на самом деле. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем.
И в продолжении темы ЖКХ в 2023 году Кабмин страны направит на модернизацию коммунальной инфраструктуры 440 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в минувшем году. Как отметил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства, это очень серьезные деньги. Цитата: «Расписано, куда и когда, на какие направления этой большой темы средства должны быть направлены». Конец цитаты. Путин обратил внимание, что сфера ЖКХ крайне важна, ведь от нее зависит нормальное самочувствие миллионов людей. И к другим темам. На Дальнем Востоке планируют создать территорию опережающего развития, которая будет развивать патриотическое направление, а также включать в себя проекты, работающие на оборону страны. По словам полпреда региона Юрия Трутнева, сегодня каждый житель страны должен думать о том, как поддержать бойцов и приблизить победу. В настоящее время на Дальнем Востоке начали производство защищенных боевых багги. Идет работа над производством беспилотных летательных аппаратов разведывательного и ударного типов. Я считаю, что каждый гражданин России сегодня должен думать о том, как поддержать бойцов и как приблизить победу. И мы все думаем. Поэтому на Дальнем Востоке мы сейчас налаживаем производство боевых багги защищенных. Далее работаем над производством беспилотных летательных аппаратов и разведывательного, и ударного типа. Будем смотреть и ряд другой продукции, которая может помочь. К слову о торах, на территории опережающего развития Южной Якутии появится угольный кластер, который разместится на территории Нерюнгринского и Алекминского районов. К 2027 году там построят обогатительную фабрику, куда будет поступать уголь с Сылахского месторождения. Площадь Тор Якутия также вырастет за счет земельного участка в Якутске, где на месте бывшей городской бани на улице Чернышевского построят 4-звездочный гостиничный комплекс на 150-180 номеров. В Якутск вернулся еще один участник специальной военной операции. В августе он ушел на линию соприкосновения и подписал контракт. После нескольких недель боев якутянин получил тяжелое осколочное ранение и был направлен в госпиталь. После оказания ему квалифицированной медицинской помощи и первоначальной реабилитации военнослужащий вернулся на родину. В аэропорту участника СВО встречали представители правительства республики, почетный караул, кадетского корпуса, а также родные и близкие. Земляки очень помогали, да, они приезжали часто к нам, да, им большая благодарность землякам, очень все завидовали нам, надо выполнять, да, свой гражданский долг. Продолжается работа якутских врачей по оказанию практической и медицинской помощи в военных госпиталях южных областей страны. Очередная бригада медиков-волонтеров направлена в Ростов-на-Дону в клинический госпиталь Минобороны России под руководством главного врача Якутской горбольницы номер 3 Светланы Давыдовой. Врачи участвуют в оказании медицинской помощи всем пациентам в операциях, в перевязках, диагностическом процессе, а также проводят встречи и беседы с ранеными якутянами. В настоящее время уникальный опыт наших волонтеров-медиков переняли другие субъекты страны. А с февраля этого года бригада якутских врачей будет работать уже в госпиталях Дальневосточного федерального округа. Поедет в феврале месяце бригада медиков в Хабаровск, Владивосток для того, чтобы помогать в восстановлении наших ребят. Хочу отметить то, что медики тесно взаимодействуют с единым координационным центром в городе Москва при постпредстве республики. И сейчас уже работа ведется при координации постоянного представительства на Дальнем Востоке. То есть эта работа уже и в южных областях она поставлена, налажена. И сейчас уже будет работа также налажена на Дальнем Востоке. Республиканский социально-оздоровительный центр расширяет программу реабилитации и активно продолжает оказывать медико-психологическую помощь якутянам, участникам специальной военной операции. Подробнее о программах в следующем сюжете. Медико-психологическая реабилитация действует с июня прошлого года. Каждому пациенту прописывается индивидуальная программа оздоровления. Все мероприятия направлены на восстановление и поддержание утраченных функций организма, проведение адаптации к новым условиям жизни. Пребывание в центре длится от 10 до 18 дней. Зависит от тяжести последствий. Контузии, ранения, сочетанные травмы, дезадаптация нервной системы. У пациентов приходят, которые возвращаются с условий боевых действий, у них расстройство поведения, нарушение сна, стресс, депрессия в результате длительного воздействия психотравмирующего фактора боевых действий.
Программа реабилитации постепенно расширяется. Теперь на базе центра военнослужащие смогут заниматься 9 различными видами спорта. Эту возможность в рамках соглашения предоставляет Республиканский центр адаптивной физкультуры и спорта. Задача – привлечение к занятию физической культурой и спортом, а также приобретение интересов и хобби. Имеются такие виды спорта, как волейбол, сидя пода. У нас имеются неплохие результаты. У нас легкая атлетика по пода, испражнение опорно-двигательного аппарата. У нас имеется очередная сборная команда даже Российской Федерации. В этом году мы начислили порядка 19 очередная сборная команда России. У нас имеется вольная борьба, сурда. Сурда – это с осложнениями слуха. Один из участников программы Петр. Он почти окончил курс реабилитации. Делится, что состояние действительно улучшилось, но с его травмой ноги не все так просто. Петр и дальше планирует восстанавливаться. 1 ноября получил ранение насквозь, осколочное. Скажите, какие процедуры проходили? Маша, физкультура, да. Такие упражнения делаются, и еще там магнит, лечение как-то. Называли еще. Сейчас 3 или 4 часа буду ходить, а все равно болеть будет, но у меня трескает. Но я хочу учиться на электрогаз-сварке и еще на права. Еще одна актуальная мера поддержки в центре – это содействие в обретении новых специальностей и трудоустройства демобилизованных военнослужащих и их членов семьи. Все мероприятия в рамках проекта проводятся бесплатно. Если гражданин желает обучиться, ему предоставляется такое право. В настоящее время 2 человека обучаются на охранника и горнорабочего. Кроме того, в Госкомитете разрабатывается специальная программа обучения. По данной программе обучения обучение само будет бесплатное, а также оплачивается проживание и медосмотр. Социально-оздоровительный центр в этом году планирует добавить еще 20 дополнительных койко-мест. Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения или позвонить по номеру горячей линии 122. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. По всей России, в республике в частности, продолжается диспансеризация жителей. Она включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. Подробнее расскажет Галина Чкурова. Профилактический медицинский осмотр проводится с целью диагностики состояния здоровья населения, а также при помощи обследования определяется немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Мероприятие проводится в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций пациентов. Диспансеризацию проводят с целью профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и смертности населения Российской Федерации. Это такие заболевания, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, злокачественное новообразование и так далее. Помимо привычной диспансеризации, недавно начало работу отделение углубленной диспансеризации постковида. Данный вид диспансеризации включает 2 этапа. Первый этап – осмотр терапевта, первичный и вторичный. Также пациентам необходимо сдать общие анализы. Углубленная диспансеризация включает в себя осмотр терапевта, первичный, повторный. Также пациенты сдают лабораторные анализы. Это включается общий анализ крови развернутый, биохимию 7 показателей после ковида, также додимер. Еще дополнительно проходят тест 6-минутной ходьбой, спирография и ИХ, мазок из носа сдают обязательно. Также потом подходят на повторный этап и дальше по показаниям идут на 2-й этап. Иванна Собакина переболела ковидом в ноябре месяце. Позже с ней связалась сама больница, записала на свободный день, и далее Иванна прошла медицинское обследование. В результате осмотра ей дали рекомендации по улучшению иммунитета. Заболевание новое, сильно не изученное, и последствия также не изучены. Скорее всего, поэтому, наверное. В случае выявления осложнений после заболевания пациентов направляют на 2-й этап диспансеризации для более углубленного медицинского обследования. После выявления той или иной болезни на нашем этапе пациенты передаются на 2-й этап к участковым терапевтам и дальше к врачам узких специальностей, такие, например, как кардиологи, неврологи, ревматологи и дальше по показаниям. В случае неблагоприятных анализов для жителей назначается реабилитация. Всего за 2022 год диспансеризацию постковида прошли более 1500 людей. Из них на реабилитацию направлены свыше 100 человек.
Благодаря появлению такого углубленного обследования у жителей, переболевших коронавирусом, есть возможность выявить заболевание на ранней стадии. Галина Чекурова, Георгий Григорьев. День за днем. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Глава Якутии Айсен Николаев объявил 23-й год годом труда, основная задача которого – повышение престижа человека труда. В течение года мы будем рассказывать о важных и нужных профессиях. Сегодня мы расскажем о работе врача-эпидемиолога. Подробнее в материале Лидии Гасанбалаевой. Врачи, учителя и спасатели входят в топ самых важных профессий для общества. Отдельным особняком стоят врачи и те, кто делает важную работу по повышению здоровья населения. Евгений после окончания школы поступил в Тихоокеанский государственный медицинский университет на эпидемиолога, где был одним из лучших студентов на курсе. После обучения решил остаться во Владивостоке и сейчас работает по специальности в Приморском центре микрохирургии глаза. Он поделился с нами особенностью своей профессии. Эпидемиология это наука, которая занимается профилактикой разных заболеваний, изучает его этиологию и в основном, конечно, это вопросы профилактики. В данной клинике я занимаюсь тем, чтобы не было внутрибольничных инфекционных заболеваний, соответственно, ну и чтобы, соответственно, все предписания наших санитарных норм Российской Федерации все выполнялись. Кто из наших сотрудников не заболел, чтобы здесь у нас не было никаких, соответственно, очагов внутрибольничных каких-то инфекций и так далее. То есть моя задача следить за обстановкой здоровья в нашей клинике среди, конечно же, коллег, сотрудников, ну и, соответственно, среди наших пациентов, чтобы сюда не попадали люди с высокой температурой и так далее. Работа очень ответственная и непростая. Для эффективной деятельности важен сплоченный коллектив. На работе коллеги отзываются о Евгении очень хорошо, выделяя его как компетентного и грамотного специалиста. Очень важна работа врача-эпидемиолога, который отвечает за санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри клиники, следит за чистотой и за качеством расходных материалов. Это очень важная и ответственная работа, которую нам Евгений Владимирович помогает выполнять. Помимо этих вопросов, Евгений Владимирович активно занимается проблемами здоровья сотрудников, выполняет весь свой служебный норматив на отлично, поэтому прекрасный человек, отзывчивый, в любое время дня и ночи приходит на помощь. Кто хорошо работает, тот хорошо проводит свободное время. У Евгения есть свое хобби, которому он с удовольствием уделяет много времени, предпочитает активный отдых и свежий воздух. Активный отдых с моей семьей, с моими друзьями по достопримечательностям Приморского края. Достопримечательности не те, которые находятся в городе, а которые природные достопримечательности. Это водопады, бухты, пляжи, которых в Приморском крае достаточно много. И туда не каждый турист иногда бывает добирается. Но так как я живу здесь, мы можем в любой сезон, зимой, летом, весной, приехать туда, посмотреть, погулять с детьми на природе. Больше всего, наверное, я люблю проводить время действительно с семьей на природе. Активный отдых. Больше ходить, дышать свежим воздухом. Решение многих проблем социального и экономического развития республики и страны в целом напрямую связано с отношением общества к человеку труда, чьими силами, опытом, знаниями и умением создается материальное благополучие людей. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Без выходных и праздников, в стужу и в снегопад выходит на работу женщина-дворник Лидия Русанова. Несмотря на все сложности, она отмечает, что самое главное – это любовь к своей профессии. О человеческой благодарности, о трудовых буднях и об отношении к своей профессии – наш следующий материал. Каждое утро Лидия Русанова просыпается в 5 утра, выгуливает собаку, завтракает и в 8 часов уже приступает к работе. Еще в молодости наша героиня освоила профессию модельера-закройщика высшей квалификации и долгое время занималась шитьем. Когда я стала так девушкой, 17 лет, я подумала с подружкой, что нам надо научиться шить, потому что мы замуж выйдем, у нас будут дети, а потом пойдем кулинарное.
А далее я хотела стать актрисой, хотела петь, танцевать. Ну, вы знаете, детские такие мечты. И как пошла я в швейное, так и осталась там. Во время снегопадов дворник с раннего утра вычищает снежные завалы. И даже в сильные морозы в суровой Якутии Центр культуры должен быть убран от снега и мусора. И зимой, и летом вся территория на плечах Лидии Владимировны и ее напарника. Так, у нас на сегодня какой план? Мы еще что должны? Обходим, обойду ЗАГС, посмотрим пожарные выхода. Пожарные выхода, да? Потому что ветер и снегом заносит. И ЗАГС. А эту площадку будем чистить? Обязательно. Да? Ну ладно. Сначала, наверное, площадку уберем, потом на пожарные выйдем. Как скажешь, да. Я согласна. Отзывчивый, добрый, веселый человек. Вот. Всегда поможет. Ну, мы с ней вообще работаем, легко работается с ней. О Лидии Русановой хорошо отзываются и руководители, и коллеги. Она не только добросовестно выполняет свои обязанности, но и всегда придет на помощь. Это сотрудник отзывчивый, который выполняет все просьбы, с душой относится к своей работе, которая на всех мероприятиях присутствует не только как дворник, но и как сотрудник Центра культуры. То есть мы их привлекаем на мероприятия в Большом зале, на 9 мая, на все патриотические мероприятия. Сотрудник очень большой души, которая всегда болеет за свой центр и с душой относится к своим заданиям. В свободное от работы время Лидия Владимировна занимается любимым делом – шитьем. Шьет не только для себя, но и для культурных мероприятий, причем абсолютно бесплатно. Я стараюсь помочь обшить. Там где-то что-то быстро, допустим, на медведя я летом как-то в отпуске была, они мне, ой, нам нужен на медведя костюм, такой комбинезон. Я его буквально, они говорят, бесплатно, пожалуйста. Я говорю, хорошо, все сделаем. И все шила. Они говорят, ой, как хорошо ты шила, быстро. Ну, я говорю, давайте, если будут какие-то заказы, я вам помогу. Женщина всегда занималась спортом, продолжает обливаться холодной водой и радуется каждому дню. Когда Лидия Русанова только приехала в Якутию, очень боялась морозов. Но сейчас работа на свежем воздухе приносит удовольствие, потому что свою профессию считает интересной и полезной не только для себя, но и для всех жителей, которые приходят в Центр культуры. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Музыкальный педагог Валентина Гранина несколько десятков лет отдала Алданскому детскому саду «Светлячок». Открывая дошколятам мир нот и мелодий, вместе с воспитанниками педагог неоднократно покоряла все возможные высоты. А маленькие артисты, занимающиеся у Валентины Ивановны, известны всему району. На год педагога и наставника у музыкантов «Светлячка» планы грандиозные. О них узнали наши корреспонденты. У воспитанниц подготовительной группы детского сада «Светлячок» очередная репетиция. Вместе с музыкальным руководителем Валентиной Граниной девчонки готовятся к ежегодному районному фестивалю «Битва оркестров». Слушателей ожидает грандиозный сюрприз. Произведения оркестранты будут исполнять на настоящих инструментах. Мы ежегодно выступаем на районных мероприятиях. У нас уже 5-й год проходит мероприятие «Битва оркестров». И каждый год мы занимаем призовые места с ребятишками. С дошколятами Валентина Гранина работает более 40 лет. Некоторые из ее первых артистов и исполнителей сегодня уже сами бабушки и дедушки. Впрочем, разученные в детстве песенки они помнят до сих пор. По основному образованию Валентина Ивановна – музыкальный педагог, но с детьми ей довелось работать в разных направлениях. Она была и воспитателем, и инструктором по физкультуре. Пока есть силы, будем работать, потому что ребятишки дают очень много сил и энергии. Им отдаешь, и, конечно, не стареешь, а наоборот молодеешь. Маленькие артисты Валентины Ивановны покоряют всевозможные высоты, завоевывая популярность как в районе, так и в республике. Это кадры музыкального ролика, представленного «Светлячком» в международном конкурсе народного творчества ко Дню Хомуса в Якутии. Алданский садик тогда стал лауреатом 1-й степени. В дошкольном возрасте пользу музыкального развития нельзя переоценить. Способствуя активизации творческого потенциала, музыка благотворно воздействует на всю психоэмоциональную сферу. Ребятишки раскрепощаются, учатся слышать и слушать. У них развивается чувство ритма и гармонии. А занимается детвора с огромной радостью. Они бегут, они ее начинают целовать в щеки, хлопают в ладоши. Они так буквально быстро охватывают ее, вот тот репертуар, который она с ними занимается.
все время в костюмах, не просто пришла, она нарядилась там. Очень много ребятишек после детского сада идут в музыкальную школу искусств. Они занимаются на разных инструментах. Кто-то из них посещает колледж, учится в колледже, а некоторые ребята уже закончили свои учебные заведения в Якутске, и они уже преподают в музыкальной школе. Большое внимание в детском саду уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Через музыкальное искусство Валентина Ивановна знакомит дошколят с культурой, историей и традициями других народов. В Светлячке имеется богатая коллекция национальных кукол. Экспонаты изготавливают педагоги вместе с детьми и родителями. У Валентины Ивановны очень много творчества по ее жизни. Она сама по себе творческий человек. Она не может сидеть без дела. Она повышает постоянно свой уровень, проводит различные интересные утренники. Горизонты для музыкального творчества воспитанников Светлячка обширны. Для создания нот и мелодий в садике имеются самые разнообразные инструменты. Материально-техническая база, она очень большая у нас. Вот в этом году мне купили вот большую такую колонку. У нас купили музыкальный инструмент. Пополняется музыкальными инструментами детскими. И, конечно, мы их всегда в действие вводим, чтобы дети их знали, чтобы они знакомились с ними и учились, конечно, играть на них. Наряду с приобретенным оснащением в музыкальном зале Светлячка имеется множество самодельных инструментов. Их, как и множество атрибутов и дидактических игр, изготавливает Валентина Ивановна. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 85-летие одного из самых известных авторов-исполнителей Советского Союза, поэта, театрального и киноактера Владимира Высоцкого отметила на этой неделе его многомиллионная армия поклонников. Стихи и песни Высоцкого знают во всем мире, и в Якутии почитателей этого таланта также немало. О том, как в разных городах региона вспоминали артиста, расскажет Анна Пшенникова. Старые пластинки, книги, плакаты с календаря за 89 год и даже диафильм с историей жизни Высоцкого – все эти сокровища и еще сотни других экспонатов составляют музей нерюнгринца Дениса Плеева. Творчеством Владимира Семеновича Денис увлекся еще в школе, когда отец принес домой аудиокассету с песней о друге. Со временем записей становилось больше, а интерес к биографии и наследию Высоцкого все сильнее. Вырезок очень много, которые я и сам собирал, которые люди отдавали. Буквально совершенно чужой мне человек, да, позвонил из города Якутска, из нашей столицы. Значит, вот смотрите, много вырезок, даже есть пластинки. Все, что связано с его творчеством, с его жизнью, какие-то такие, значит, самоиздаты, вот тут, видите, идут полностью, вот тут, значит, с его стихами, с какими-то биографиями. Под музей Денис отвел целую комнату в квартире. Основой оформления стал красный кирпич, поклон театру на Таганке, где служил Высоцкий. 3 февраля 19-го музей открылся, и с тех пор люди приходят сюда постоянно. Я очень рад, чтобы они пришли, прикоснулись вот хотя бы в этой комнате, в этой атмосфере, прикоснулись вот к той истории, которая была в те годы, когда жил Владимир Семенович Высоцкий. Спустя полвека творчество Высоцкого не оставляет равнодушным никого. И Якутия не исключение. В прошлом году к наследию Владимира Семеновича обратился Алданский народный театр «Образ». В спектакль вошли песни, которые звучат остро и актуально даже сейчас. Он писал для народа, и оказалось, что одних артистов на сцене будет мало. В ноябре месяце состоялся спектакль под названием «Я люблю, и значит, я живу». Ну, первая часть была наша артистическая, а вторая часть этого спектакля были приглашены наши алданские певцы, гитаристы, поклонники творчества Высоцкого. И вот вторая часть была очень жизненная, когда выходили люди разных профессий, подходили к микрофону, читали стихи и пели его песни, исполняли на гитаре. Это дорого стоит. Среди талантливых бардов-шестидесятников Высоцкий занял особое место. Его наследие перешагнуло порог советской эпохи и уверенно вошло в новое тысячелетие. Песни Высоцкого до сих пор звучат и на больших сценах, и в маленьких квартирах, летом у костра и зимой в строительных вагончиках. Безусловно, является чем-то особенным, наверное, даже для всех. Почему? То он представитель, скажем так, того класса творческих людей, которые себя не берегут, работают на износ. Это тоже вызывает уважение. А услышал я его, наверное, в 98-м по-настоящему. Он начал нравиться, начал интересовать. Просто они зазвучали как-то в доме, как второе рождение, скажем так. Ну и я где-то, может быть, продолжаю открывать по сей день его.
Сегодня Высоцкому 85. В памяти поклонников он навсегда остался молодым. Таким же будет и его творчество. Всегда новое, всегда откровение. И каждый слушатель снова и снова найдет в нем то, что предназначено только для него. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю. Анна Пшенникова, Григорий Охлопков, Татьяна Вахнина, Ирина Жданова, Якутск, Алдан, Нерингри. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Кубок главы по шахматам продолжается в Якутии. Первые соревновательные дни принесли несколько сенсаций и неожиданных дебютов. Как идут соревнования и чем участники поражают судейскую коллегию, узнавала Надежда Саханская. Шахматы – невероятно удивительная и увлекательная игра. Все зависит от тактики, которую ты используешь. Например, известный нам великий комбинатор мог играть до 18 испанских партий подряд. Однако это не принесло ему ни одной победы. Самое главное – сделать правильный ход. Шахматы, особенно в Якутии, сродни алмазной огранке, ведь эта интеллектуальная игра делает ум острее. В турнире принимают участие как титулованные спортсмены, так и молодые шахматисты, которые также удивляют своими показателями. Молодой спортсмен сыграл с гроссмейстером Кряквиным, с Дмитрием еще. Вот. Это действительно сенсация, потому что разрыв по рейтингу достаточно высокий, но ничья. Вот. Поэтому это еще в очередной раз подтверждает, что в Якутии играют достаточно сильно в шахматы. И, в общем-то, рейтинги, скажем так, занижены просто. Конечно, не стоит отрицать и полученный опыт на прошедшем в декабре прошлого года третьем шахматном конгрессе. Юные шахматисты из нашей республики показывают в баталиях все свои знания и умения. В общем-то, та работа, которую мы тогда уже заложили, она уже на этом турнире видна. Уже есть у нас интересные результаты, в том числе положительные результаты в партиях как раз с гроссмейстерами демонстрируют наши ученики. 2 ничьи были и в первом туре одна, и во втором с гроссмейстерами. А это все-таки большое достижение, потому что уровень приглашенных участников он очень высокий. Пока беспроигрышную серию за 3 прошедших тура показывают Антон Шамоев из Бурятии, москвичи Михаил Кабали и Борис Грачев, а также якутянин Павел Бекетов. Все они имеют по 3 очка. Шахматными партиями кубок главы не ограничивается. Гроссмейстеры международного уровня проводят мастер-классы и сеансы одновременной игры. Пешку продвинули, и опять, смотрите, централизуемся и смотрим, что делают черные. То есть идеальное расположение ферзя в центре доски. Поучиться у профессионала с большой буквы – бесценный опыт. На мастер-классе шахматисты рассказывают и учат ребят определенным техникам. Я очень доволен тем, как прошел мастер-класс. Была, что очень важно для лектора, очень часто ответная реакция. Я видел, как ребята пытаются погружаться в то, о чем я рассказываю. Понятно, что за час чему-то конкретному очень сложно, то есть очень богатая у нас игра. Выбрал технику ферзевого эндшпиля, и я думаю, что какие-то определенные направления мы посмотрели, и в любом случае это будет полезно в их дальнейшей карьере. Сам турнир в нашей республике продлится до 1 февраля. По итогам шахматных баталий лучшие участники получат право выступить на следующих стадиях Кубка. Кто станет победителем, покажет непредсказуемая и удивительная игра. Помимо полученного опыта, победителей турнира ожидают и ценные награды. Призовой фонд Кубка главы республики составляет более 1 000 000 рублей. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Артем Алексеев. Якутск. Новая жизнь якутского конного спорта. Учебно-опытный манеж «Лена» открыли в столице республики. Его планируют использовать также и в лечебно-методических целей. С работой манежа ознакомился Юрий Осипов.
С гордо поднятой головой конь выходит на манеж. Каждый его шаг тщательно выверен. Отсутствие лишних движений придает его походке изящества. Седла, сбруи и подковы – это вещи, которые редко встретишь в обычной жизни, но здесь, в учебно-опытном манеже, это абсолютно необходимые атрибуты. По словам самих спортсменов, каждая лошадь имеет свой неповторимый характер. Прямо сейчас за моей спиной стоит конь Мальджагар, который отличается покладистым характером. Жокей Агата рассказала, что Мальджагар – местный любимец. С ним легко найти общий язык, и его спокойный характер всем приходится по вкусу. Наш центровой конь самый главный, самый красивый, самый работящий. Мы с ним и в огонь, и в воду. Самый такой у нас надежный конь. Умный очень. Сразу все понимает, знает человеческую речь, знает много команд. Мальджагару 16, и сейчас он на пенсии. Однако в молодости он не раз завоевывал высшие награды соревнований. Его отличительная черта – это исполнительность и старательность, которые сегодня выдают в нем настоящего чемпиона. Открытие манежа – долгожданное событие. Все сообщество конного спорта Якутии ждало его около 6 лет. Как нам сообщили, до этого спортсмены были вынуждены тренироваться на улице даже в самые лютые морозы. Манеж площадью 360 квадратных метров стал прекрасным подспорьем для развития конного спорта в республике. Спортсмены получили возможность тренироваться круглый год. Этот манеж даст импульс в развитии конного спорта республики для занятия конным спортом нашим студентам, горожанам и детям. Ну и особенно здесь будут проходить такие мероприятия, как городские, республиканские соревнования по конному спорту, по выездке и по олимпийским видам спорта, это по конкуру. Помимо занятий по верховой езде, здесь также будет проходить реабилитация детей-инвалидов. Конный спорт позволяет не только улучшить настроение и разгрузить суставы и части тела, на которые приходится чрезмерное напряжение, но и помогает тренировать все мышцы тела. Занятия конным спортом существенно улучшают состояние, а также уменьшают вероятность негативных явлений. Он имеет колоссальное значение, так как у нас занятия, к сожалению, прерывались конным спортом и ипотерапией. Дети, которые получали лечение, они на зиму оставались без него и, естественно, откатывались назад. Сейчас у нас ипотерапия будет идти круглый год, соответственно, лечение будет идти большими темпами. Ну и будем делать сборную команду Республики Саха-Якутия по конному спорту и начнем выезжать на соревнования за пределы республики. Помимо спортивного и лечебного назначения, новый манеж будет выполнять образовательную функцию, то есть здесь будет проводиться практическое обучение студентов. Юрий Осипов, Артем Алексеев, Якутия. День за днем. В начале февраля путешественник Дугуйдан Винокуров отправится в очередной экстремальный конный поход. В этот раз коневод преодолеет на лошадях 800 километров пути от Аймяконского района до Магаданской области. Подробнее о походе и его целях в материале Марфирины Алексеевой. Предстоящий суперэкстремальный конный переход назвали дорогами великих предков. Февраль месяц выбран не случайно. Именно в этом месяце в Якутии царят крепкие морозы. На этот раз коневод Дугуйдан Винокуров на 2 лошадях преодолеет 800 километров из Аймяконского района села Ючугей до Магаданской области села Семейчан. Цель похода – показать выносливость якутской породы лошадей и увековечение имен наших великих людей. Именно этой дорогой ездили наши предки Николай Осипович Кривошапкин и Алексей Елисеевич Кулаковский. Маршрут лежит через Колымскую трассу, через старую, категория сложности 5-бальная. Буду ночевать на улице, то есть как это делали наши предки. Буквально на этой неделе поедем в Аймякон, и там уже финальные подготовки будут. Хотим зафиксировать максимальные минуса, то есть и показать тоже миру, то, что якутская лошадь может ехать во всех погодных условиях. Также Дугуйдан планирует испытать и сравнить на прочность и морозостойкость традиционную и современную инновационную зимнюю одежду в экстремальных условиях Крайнего Севера. Специально для этого татинские мастерицы сшили для Дугуйдана теплую одежду. Напомним, свой первый переход на якутских лошадях из Аймякона до Москвы коневод завершил в июле прошлого года. Путь проходил через территории 17 регионов страны. За 1 год и 4 месяца было пройдено 11 тысяч километров. Это самый длинный конный переход по России и один из самых протяженных в мире. Неудивительно, что поход вошел в шорт-лист 12-й региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник Дальний Восток».
8 лет назад режиссер из Якутии Максим Арбугаев в своих социальных сетях опубликовал коллаж со статуэткой «Оскара» в руках. Ну а 24 января киноакадемия представила список номинантов этого года, куда включили картину Максима и его сестры Евгении «Выход». Лента поборется за звание лучшего документального короткометражного фильма. Лента расскажет о полевом сезоне морского биолога Максима Чекалева на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении 10 лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей. Вместе с фильмом «Выход» за премию «Оскар» в своей категории в этом году будут бороться еще 4 претендента. Это индийский фильм «Заклинатели слонов», американские картины «Как измеряется год», «Эффект Марты и Митчелл» и «Незнакомец у ворот». Церемония вручения наград состоится 12 марта. Когда я еще учился в ВГИКе, когда был студентом, для меня это была мечта. Да, это как для, не знаю, маленького спортсмена попасть на Олимпийские игры. И вот когда это все произошло, для меня это было такое... Я вспомнил все свои вот эти мечты, и долгое время я не понимал, что это реальность. Танец – это язык души. В это воскресенье состоится второй эфир нового проекта телеканала «Якутия-24. Танцуй». На прошлой неделе зрители имели возможность познакомиться с 9 парами и посмотреть их презентационные номера. Отмечу, что в год труда участниками были выбраны работники трудовых коллективов. Подробнее в материале наших корреспондентов. Первый эфир открыла пара Виталины Брыляковой и Александра Воштера. Они исполнили танец в синтез-направлении. В воскресенье же им и другим конкурсантам предстоит выступить с бальным танцем. Впервые на телевидении, в прямом эфире, но впечатлений было просто море. Единственное, что сейчас, наверное, будет немножко даже потяжелее. Первая программа была «Танец на выбор». И время на подготовку у нас как бы там побольше получилось. Сейчас и времени на подготовку меньше, и плюс это уже бальные танцы, где требуется уже какое-то мастерство. Поэтому будем стараться подготовиться и победить. В этом тандеме, как и в других, один партнер профессиональный хореограф, а другой работник трудового коллектива. Александр работает в управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Его наставник Виталина отмечает, что ей попался способный напарник. Мой партнер, я его не один раз уже хвалила, уже еще там, во время эфира. Говорю, какой у меня ответственный ученик, какой он замечательный. В плане того, что даже когда была подготовка номера первого, когда мы всеми участниками танцевали, открывали эфир, он мне даже подсказывал, куда идти. Вот. Поэтому у меня талантливый ученик, который можно развивать. Пара Александра и Виталины в это воскресенье постарается максимально выложиться. Ведь сразу 2 тандема, которые получат наименьшее количество баллов от членов жюри, рискуют выбыть из проекта. Однако их могут спасти телезрители. Но 2 пары, которые наберут наименьшее количество голосов, у них будет возможность набрать еще свои голоса в течение недели. То есть, когда закончится эфир, как было на проекте НВК «Саха», сразу же пара, которая набрала наименьшее количество голосов, она выбывала с проекта. В этом выпуске у нас будет не так, у нас будет отделена целая неделя, и каждый житель нашего города может отдать свой голос той паре, которую посчитает нужным оставить дальше. Помимо участников-победителей, которых выберет компетентное жюри, по итогам проекта будут установлены обладатели номинаций «Приз зрительских симпатий». Эту награду получат участники, которые наберут наибольшее количество голосов зрителей за все время проведения конкурса. Вторые танцевальные номера участники представят в это воскресенье. Прямой эфир начнется в 6 часов вечера. Галина Чекурова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.